Аптек много, согласен, цены разные. Фиксации цены нет нигде. Этим разбросом цен на пилюли заинтересовался и Минпромторг России. Ведомство заявило об оптимизации количества аптек и подготовило проект. По его мнению, зарабатывающих на медпрепаратах стало слишком много. Цены на все значимые виды продукции растут именно из-за конкуренции между аптечными сетями в погоне за бонусами от производителей. Типичная ситуация для казанских дворов. На одном участке сразу несколько аптек. Здесь 2 и также столько же на другой стороне дороги. Посмотрим, есть ли разница в цене одного и того же препарата в разных аптеках. Самое популярное и простое успокоительное. Одну упаковку мы купили в государственной аптечной сети, а вот вторую в частной аптеке. Разницы в цене практически нет. Она составила буквально 3 рубля. Сравнивает, бегает по аптекам и Марат Хайруллин. Под его окнами аж 4 точки продажи. Разница бывает где-то до 90, до 80 рублей. Искать разницу в цене сложнее всего было в 80-е. Минимум 500 метров от одной двери аптеки до второй. Эти советские географические стандарты рухнули вместе с Союзом. И рыночные отношения не только сделали аптеки близкими соседями. С точки зрения удобства логистики, это, конечно, да. С точки зрения ценовой политики, конечно, здесь по правилам нужно, чтобы цены немножечко нивелировались или снижались. Этого не происходит в силу того, что, опять-таки, повторюсь, что аптеки стали рассматриваться как бизнес, как коммерческие объекты продаж. Есть 0,2-0,3%. Может быть, это естественная инфляция, но, тем не менее, вот такой вот небольшой рост есть. Рост наблюдать по всей стране. Регулируется государством цены на жизненно важные лекарства. Например, супрастин с 2013 года повышался лишь в 2015. На фармрынке более 18 тысяч наименований лекарств. Примерно цены на 700 препаратов держатся под контролем. И список жизненно важных постоянно меняется. Пациенты ожидают, что цена такая стабильная, это жизненно важный, но препарат уже ушел из этой категории, и, может быть, действительно становится цена такая вот малоуправляемая. Рост цен на лекарства зависит от роста количества аптек на фармацевтическом рынке, ну и также может быть из-за девальвации рубля. Госаптеки и заинтересованы в стабилизации цен, но поможет ли оптимизация количества сетей, эксперты сомневаются. Главное, чтобы инициатива Минпромторга не привела к дефициту таблеток в селах и деревнях. Альбина Минибаева, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.